Добрый день. Я выпускница русской филологии по первому образованию, учитель русского языка и литературы. Соответственно, мы с вами проделаем одинаковый путь. Мы глазами чужой культуры смотрим на нашу родную татарскую культуру. То есть мне пришлось полностью себя разобрать для того, чтобы понять родную культуру. Я выпускница русской школы, мечтала стать учителем русского языка и стала литературы, но на лекции по татарской литературе тогда ректор наш Розалий Юсупов сказал о том, что все выпускники пединститута должны знать два государственных языка, что мы стремимся к полилингвальной среде, поэтому нам давали музыкальное образование, мировую художественную культуру, и в то же время на русский факультет, на 4-й курс пришел преподаватель, который мягким языком стал рассказывать про татарскую литературу. И вдруг я тогда поняла, как раз это случилось на занятии по Габдулле Тукаю, что люди анализируют, а я текст взяла на татарском, это не то, это была конфликтной зоной, триггерной, да, для того, чтобы себе задать вопрос, кто я. Оказалось, что я могу анализировать произведения мировой литературы, русской литературы, но свою не защитить, не понять, я не в силах. То есть смысл я понимаю, но защитить не могу. Поэтому я передумала поступать в аспирантуру по Достоевскому, а должна была быть у Азбукина в Казанском университете, то есть, казалось бы, золотая ложка во рту. Повезло, из пединститута меня на гору отправили. Я решила изучить татарскую литературу. В то время представление в аспирантуре было очень такое простое, что это очередной этап обучения. Сдал зачет, что-то там защитил, и таким образом получил второе высшее образование. 2 года отработав школу, я в школе вернулась, защитила диссертацию по Хади Такташу, и тогда я для себя открыла, что первый год я смотрю, мне кажется, все это повторение, что это вот из русской, из зарубежной литературы было. Но наткнувшись на исследования литературоведов о том, что Такташ это Маяковский и в то же время Есенин, я понимала, как учитель русского языка и литературы, значит, что-то Такташ третье. Значит, я это третье должна понять и уметь. И поэтому вот мой муж мне помог, программу как бы Буби принес, я изучила ту татарскую литературу, тот курс восточной литературы, который прошел в Джадидском мектепе, как бы, и медресе, Хади Такташ, и другими глазами стала смотреть на свою родную культуру. Поэтому я всегда говорю, сними очки, то есть я имею в виду русские, зарубежные, да, и попробуй посмотреть глазами тюркской, восточной культуры. Как я попала к Исамбету? То же самое триггерная точка случилась, вышел роман, где Исамбета обозвали вором. Я, как учитель, решила задать себе вопрос, кто же он? Все-таки ученый-энциклопедист или плагиатчик и т.д. и т.б. И таким образом, так как наши писатели любят риторические высказывания, большие такие широкие жесты, но с доказательством всегда слабовато, я сказала, хорошо, я найду эти доказательства. И таким образом я попала в пещеру Абу-Сины. Святая святых, 40 лет в этот кабинет никого не пускали, но вот меня пустили. Для этого нужно было сдать экзамен Юлдус Исамбет, самому требовательную как бы дочери. Я попала. И вот там я обнаружила татарские мифы, рассыпанные, где-то что-то в машинописи, в рукописи. И я поняла, что если я восстановлю эту книгу, то я восстановлю лакуны середины 19 века до 50-х годов, потому что дальше экспедиции 60-х годов зафиксировали. Но прежде чем, я должна вас все-таки познакомить с личностью человека, который это собирал. Его никто не просил. Он это сделал по зову души, именно вдохновил на этот подвиг, его сподвигнул Каюм Насыри. Его объяснять вам эту фигуру не надо. Будучи с Шакирдом медресе, Накай Исамбет решил продолжить его дело составлением толкового словаря. Вы просто представьте, ребенку 10 лет, а он окрест как бы в Башкортостане, деревни Малаяс, начинает собирать лексику, так как Каюм Ага не добрался до этой татарской среды, которая сосредоточена в Башкортостане. Параллельно, вслед за Тукаем, в год, когда Тукай написал свой Шурале, он пишет свой Шурале на другой сюжет и со своей образной системой, и говорит о том, что благодаря Тукаю я пришел в поэзию, потому что первый урок медресе был на распев. Они читали стихотворение. Это был Габдулла Тукай и Гафури. Вот так прививав вкус. Вслед все дети начали писать стихи. Вот это так вдохновило это поколение, поэтому у нас и золотой век остался глубоко позади, потому что они получили прекрасное литературное образование. И вот портрет Накай Исамбета, потому что вот именно в этом возрасте он записал свой первый миф в соседней деревне Малаяс Шурале. И если вы книгу откроете, то вы увидите его обложку рукописного журнала «Кусяк».
где он рисует также крывай, вместо крыва, естественно, хронотоп у нас вместо диканьки, то есть вам более это понятно, да, пространство своей родной деревни, и записывает так, как один бабай ему рассказал. Потом этот текст превращается в стихотворение, и здесь тоже он делает тот же шаг, который сделал Габдулла Тукай, простой разговорный язык до статуса литературного доводит, избавляя от арабизмов, фарсизмов. Таким образом как бы формируется литература нового времени. Медресе Хасания, учителя, провожая своего поэта юного, который благословил сам шейх Заде Бабич, я недавно съездила, увидела это Медресе Хасания, получила благословение этой земли, он приезжает в Медресе Мухаммадия Баруди. Отец мечтает из него сделать религиозного деятеля. Однако учителя предупреждают, он не будет простым мулой. Помни, это будет ученый, такого юридического даже толка, который будет новые знания религиозные, разбирать законы. Это будет ученый не меньшего размаха, чем Шигабуддин Марджани. Вот так провожает ребенка, как бы получается, к нам в Казань. Но Нахи Самбет, как любой подросток, мечтает о другом, он хочет стать поэтом. Итак, вот перед вами Нахи Самбет в белой рубашке, мечтающий стать поэтом. Они вместе с Борнашем перевернули Казань, выпускали также рукописные журналы. И он уже уезжает из Медресе Мухаммадия, получая гонорар за создание поэм. Будучи в Хасане, случился такой случай. Я, говорит, на лугу скачу на палке, изображая, что я на лошади, и вдруг появляются молодые учителя из Троицка. Они приехали искать Нахи Самбета, автора детских стихов, с просьбой заказать ему детскую поэзию, которая только формируется по кличу Тукая. Не было детской литературы татарской, это были общерелигиозные тексты. И они с удивлением видят, что это мальчик 10-11 лет. И они ему как бы заказывают эти стихотворения, и он реально состоялся как 10 уже тогда. Первый гонорар он получил за то, что прочитал Шурале на женской половине. Как бы вот такое интересное. Теперь, когда он закончил Медресе Мухаммадия экстерном, он уезжает себе в Башкортостан и начинает собирать фольклор. Ведет дневник. И вот этот дневник стал опорным положением для того, чтобы обнаружить, что Исамбет был у нас не на религиозной, не региональной орбите фольклористики, а уже сразу же скакнул на союзную. Потому что в дневнике была странная такая запись. Он решил поискать исполнителей эпоса, исполнителей фольклорной традиции, эпической. И пишет в дневнике, что в Башкортостане она тоже сошла на нет. Цивилизация достигает, и он как бы переезжает из одной деревни в другую. Единственное, он только нашел людей, которые на Кура ему исполнили за раз 50 песен. И за исполнение 50 песен Исамбет заплатил 500 рублей. И вот здесь мой критический ум щелкнул. Я подумала, откуда деньги? Ведь зарплата его учителя 4-й школы, который подарил нам целую плеяду татарской интеллигенции в Уфе, 49 рублей, 80 копеек. Я видела эти квитки. Как же он только за одно исполнение 500 рублей отдал? И после этого я стала копать и узнала о том, что Исамбет был отобран как специалист братьями Соколовыми. Они были как бы близнецами. Они занимались профессиональным фольклором. В 20-е умудрились съездить за границу на стажировки, то есть всю Европу объездили. И получили заказ найти всех сказителей, которые в хорошей физической форме и могут на полгода быть вывезены в Европу, для того, чтобы их записали. И по их эпическим кодам восстановили утраченные в Европе эпические памятники. Потому что ученые европейские предупредили Соколовых о том, что сейчас в связи с революцией цивилизационный взлет произойдет, патриархальная культура сойдет и в России на нет, и также сойдут на нет эти сказители и не успеет собрать этот фольклор. Поэтому Исамбет у себя держит Сукарфараха, слепца, исполнителя, народного сказителя, но параллельно выполняет и заказ партии. Соколовы умели существовать в пространстве Советского Союза. Они, как бы, получается, в рамках цензуры собирали официальный фольклор, то есть революционный и так далее. Но параллельно запрещенный фольклор в виде вот суеверий, мифов.
примет, сонников, что фиксирует Нахаи Самбет. Нахаи Самбет получает прекрасное образование благодаря поддержке этих людей. Во-первых, его отправляют учиться в Харьков, к Зеленину. Зеленин, как вы знаете, к этому времени уже закончил свой труд по мифологии и готовился выстроить вторым трудом. Здесь проходят научные семинары. Вы знаете, что Украина в то время самостийной была, как говорится, и все, кто не мог усидеть в большевистской России, тихонечко, как перевалочный пункт, в этот Харьковский университет на семинары собирались. Из Москвы сюда прилетали, люди приезжали, естественно. Они читали лекции, в то время не выпускали книги, статьи опробировали тут же. Вот здесь он познакомился с мифологией, теорией, которые существуют в мире. Просто представляете, европейская, в то же время, и не надо забывать о том, что, будучи еще медресе Мухаммадия, он посещает фольклорный кружок Бадыгы, который Мессерша сопровождал здесь по Поволжью венгерского фольклориста. Вот откуда резкий такой взлет, не похожий на других фольклористов. Это база. После этого Зеленин его отправляет в Москву, он числится как бы в коммунистическом университете трудящихся Востока, однако ни Хади Такташ, с которым он там встречается, ни Нахаи Самбет, корочка большевика и коммуниста обзаводить не планировали, это всего лишь нужно было общежитие, крыша. В это время он стажируется в МГУ, в кружках соответствующих, известной по русской фольклористике. Его готовят стать членом башкирской фольклорной экспедиции под руководством самого Дмитриева. Таким образом, когда Исамбет проходит вот такую школу образования, возвращается, он становится, не имея советского высшего образования, только с религиозным медресе Мухаммадин, естественно, который это было высшим образованием нашим светским, для того, чтобы произвести на вас просто впечатление, советская власть проверяла уровень выпускников медресе, чтобы у вас не было такого представления, как у нас обычно бытует, что вот сидит там, он мурлычет какие-то заученные молитвы, да, и дальше как бы этих правил не двигается. Так вот, студент Галия, вот недавно мы были в Уфе, и муж вот в архиве как бы обнаружил, отвечает, что он знает из русской литературы. Вы очень сильно удивитесь, то есть он Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, христианское. И в Галие, в религиозном учреждении, место для Достоевского нашлось. Чехов, естественно. Но больше всего меня удивило Леонид Андреев. Кого из критиков читали? Виссарион Белинский. И из зарубежки драматургия вся мировая. Я была просто шокирована. Это медресе Галия, естественно, медресе Мухаммадия тоже не уступала. Первую смену мы получали татарское образование, во вторую смену русское образование, поэтому прекрасно ориентировалась в литературной традиции. Итак, мы становимся членом башкирской фольклорной экспедиции, сохранили справки, в книжке это все можно будет найти. Я опубликовала первый, это фонд ИЖЕ, где все паспорта и Самбета справки, чтобы не было проблем с тем, что действительно он ли. При этом я могу похвастаться тем, что я обнаружила справку 27-го года, и Самбета отправляли на Кавказ и в Крым собирать фольклор этих народов. Вы понимаете, что он должен отработать всю тюркскую матрицу. Таким образом, Исамбет собирает у нас фольклор, и в то время он, как бы получается, увлекся толстовством. Вот вы видите, узнаете, да? По костюму же. Он ходил вот так вот босой, с сандалетами, перехваченный. И здесь он поссорился как бы с эсерами, которые выбрали кровавый путь. Вслед за Львом Николаевичем Толстым. Нуль спиртного, только труд, только опора на фольклор и вера, что именно эта духовная основа способствует как бы воспитанию человека. Отсюда вот эти споры завели его с Галимджаном Ибрагимовым, как бы получается, до дела Джидиген. Схлестнулись они нешуточно в Уфе, и продолжение получили здесь, в Казани. Но это закалило Исамбета. И тогда он в башкирской фольклорной экспедиции уже зафиксировал вот эти всякие суеверия, но вы знаете, что советский фольклор в то время резко начинает контролировать. Появляются вот такие собрания, да? Революционные песни мы начинаем изучать. Вместо русского, татарского фольклора появляется советский национальный фольклор, который внедряется, репетируется через корабли, всякие коллективы. Но Исамбет продолжает складировать этот материал с надеждой, что когда-то опубликуется.
Прорыв в области суеверий происходит незадолго до войны, как бы в конце 30-х годов. Все-таки закрытые семинары происходят, лекции читаются, и эти выжимки спускаются вниз, и по этой матрице материал продолжается собираться. Итак, теперь уже вас интересует книга как бы мифов. Исамбет захотел издать эту книгу, он ее составил к 1967 году, возмущенный тем, что татарские писатели в своей поэзии, семидесятники, очень увлеклись греческой мифологией. Вы знаете, в то время был бунт, да, потому что образ Геракла и советский идеал совпадал. Мультики появились, и все татарские поэты проходят через тот факт, где обязательно русская и зарубежная литература, а свой фольклор мы не изучаем минимально, но, естественно, мифологию не трогаем, это религиозное, это опий народа. Это обернулось тем, что все наши вот крупные поэты, вот Радив Гаташ, ныне живущий среди нас, как бы, Рафик Юнусов, как бы, получается, с удовольствием обращается к мифам о Геракле, Андромедам и так далее. Но к Исамбету они приходят на поклон для того, чтобы получить у мэтра рекомендацию в союз писателей. И тогда Исамбет как бы пишет вот открытое письмо к Рафику Юнусу, говоря о том, что ну, почему вы ищете истину на других берегах, почему вы не можете схватить то, что у нас есть. У нас есть своя история об Александре Македонском, у нас свои легенды о живой воде. Все это можно как бы сделать сугубо национальным. Вам только нужно наклониться. У него такое было стихотворение у Рафика Юнуса, что он нашел потерянную сережку. И сам об этом и говорит: эх, только если бы потеряна была сережка. И вот я свою книгу не случайно взяла как бы эпиграф из этого письма, обращенного к Рафику Абую, где Накис Амбет пишет: действительно, наше молодое поколение прекрасно знает Европу, культуру, очень хорошо ориентируется в ней и впредь будет прекрасно ориентироваться, не сомневаюсь, со школьной скамьи. И на мир они будут смотреть сквозь европейские очки. И история мира им откроется сквозь европейские очки. И история нашей Вселенной откроется только сквозь европейские очки. Да, это огромный прорыв для нашей культуры. Однако, знают ли они свое место в этой Вселенной? Могут ли они себя представить как нацию, как представители нации? Знают ли, кто они в этом мире? Вот я с этого эпиграфа и решила начать свою книгу, свое вступительное слово. Судьба этой книги весьма драматичная. Взялся он за нее еще в рамках полевых исследований, которые были в башкирской экспедиции. Однако за перо он взялся и даже часть опубликовал в 60-е годы, когда в Дедгизе было знаменитое совещание, где русские детские писатели стали бить в набат, что дело Чуковского надо вернуть в Вавилонскую башню, напечатать, потому что с детьми теперь в музей ходить бесполезно. Дети библейские сюжеты, картины не узнают. Борьба с опиумом довела до того, что подрастающее поколение становится дикарями. Тогда было принято решение, чтобы дать возможность Корнею Чуковскому Вавилонскую башню опубликовать. И Самбет, естественно, в курсе. В это время, в 1958 году, в татарском книжном издательстве на татарском языке, как бы в переводе Арсланова, знаменитого нашего переводчика, выходит греческая мифология. И Самбет хочет выстрелить татарской мифологией. Однако вы знаете, что Корнею Чуковскому через полгода кислород перекрыли, и книжка была не издана, в гранках застряла. Не смог он издать это после Октябрьской революции, и вот теперь. И вот только когда я была студенткой, мы штурмовали политкнигу недалеко вот отсюда, чтобы купить эту Вавилонскую башню на весь поток. У нас было 120 человек. Вы просто не представляете, какие презентации Татьяна Санна Геллер проводила в пединституте, как мы зачитывались этой Вавилонской башней, потому что совершенно перевернулся мир. Мы знали греческую мифологию, да, но несмотря на то, что мы изучали древнерусскую литературу, да, вот это все прошло мимо нас.
И эта книжка в розовой обложке до сих пор хранится у меня дома. И Самбет тоже решил выстрелить. Он пошел хитрым путем. Он решил сделать это как бы вступительное слово, как будто ему написали из Ташкента и задали вопрос. Но неужели вслед за Тукаем никого нет, чтобы кто-то описал про Шурале, Юху, Шайтана, чертей? Ведь это так занятно по вечерам слушать эти страшилки. Пишет Бабай. И Исамбет в ответ ему пишет письмо, где излагает степень изученности. За что я уважаю Исамбета? Вот даже оформляя такой труд, как бы вступительное слово, он остается писателем. Пишет очень увлекательно и успевает загадки в степени изученности разгадать. То есть вы, я знаю, вы аудитория, как бы бойцы уже подкованные. Вы знаете, что татарская мифология Каюмом Насыри была сделана на русском, Кобловым была сделана, да? Однако в этих книжках вы не найдете имена тех, кто был информантами, кто помогал эту мифологию собирать в массах. Вы знаете, что Коблов, он собирал больше не собственно татарский, да, фольклор и мифологию, это была кряшинская мифология. И, соответственно, кто должен был быть посредником, как вы думаете? Естественно, священники, которые свободно говорили на татарском языке. И когда вы на татарском ли, но в будущем я собираюсь на русском, возьмете эту книгу в руки, то вы увидите, как уважительно Исамбет относится ко всем тем, кто пошел собирать эту сокровищницу, когда никто не платил, не просил. Так вот, он с уважением называет учителей Елабужского района М. Сакаев, А. Абдулин, С. Исмагилов, Сахабеддинов, Ага Муратов, вы. Из Тамбовской губернии муллы. Вот посмотрите, какие были прогрессивные муллы. Они не стали задирать нос и говорить, что это язычество, это запрещено ислама. Нет, они пришли на помощь. Это образованные муллы. Ф.М. Мухаддинов, Карим и Харис Маликовы. Елабужский мулла Хужаханов, мулла из Бандюга, Синдыковы, учителя Трофимов, Медведов, Туберозовы, попы Казанской епархии, Чебешевы, Лепидовские. Это очень известные люди в христианском мире. Однако в книге Кобловых их не оказалось, остались только мифы. Вот так Исамбет уважительно относится ко всем тем, кто нашел время собрать то достояние. Исамбет указывает, что после этих первопроходцев был еще журналист, Былтыр, псевдоним, и он печатал переводы кобловских как бы мифов. И все были уверены, наши татарские фольклористы, если у нас в Казанском центре как бы Гали Рахим, он оставил свои лекции, то все наши татарские фольклористы говорили о том, что автором под этим псевдонимом был Гали Рахим. Но Исамбет ходил в один кружок с ними, Бадыгы, и говорит: нет, это не стиль Гали Рахима, я сразу же узнал. Этим человеком был журналист Гимат Нугайбеков, который работал в газете, был переводчиком. Таким образом, в этой книге не только история татарской мифологии, да, история степени изученности, как эта наука вообще у нас формировалась. И здесь персонализируются все, кто так или иначе приложил руку, а те, кто Исамбет знал. Отвечая на вопросы Мазгара Ипташа, как бы, который восхищается историей шайтана, он говорит слово благодарности в адрес Каюма Насыри, Коблову, Катановым, которые эту работу начали. Благодарит Тукая, который этот фольклорный материал превратил в литературную сказку, воспитательную, с миражной интригой, и так сделал, чтобы это стало частью и взрослой литературы, потому что вслед за Тукаем подтянулся Галимжан Ибрагимов, Йозбаши его, как бы, получается, с мифологическими сюжетами.
И у нас активно как бы начала развиваться литература романтизма с оглядкой на фольклор. И, то есть все это стало поводом для развития литературы нового времени. Исамбет сформировал и машинопись, и предложил как бы вот издать. И вот вашему вниманию я хочу вот показать. Вот она история Шурали. Я все-таки прогуляю. Его рукописный журнал, вы в книжке, если купите, можете посмотреть. А рядом я поставила рукопись 1967 года. Вы можете посмотреть почерк Исамбета. Он до конца своей жизни писал только на арабице.